гражданские лица, они организовали городок вот там чуть-чуть дальше. Они в бараках жили. А вот эти все вот здесь. Но первое время все вместе они жили. А воинская часть, внутренние войска охраняли этот, где поселок и все, лишних людей, чтобы не было. Любой человек, даже пастух, который здесь оказывался, их задерживали, отвозили в комендатуру. Вот. Это дозиметр вот показывает фон здесь 30 микрорентген. Допустимая норма. Норма в Кыргызстане считается 25-30 микрорентген. Это все нормально. А выше уже опасно. Уже... А выше до 60 можно работать, находиться по 8-10 часов до 60 микрорентген. А выше 60 микрорентген это уже вредно для здоровья. Посвящены памяти умерших здесь безымянных заключенных и вольнонаемных первостроителей Каджирсайского уранового рудника с 1947 по 1958 года. Я попал сюда, в это место, к пятой шахте, благодаря вот этому человеку, Ивану Николаевичу Родионову. Это местный краевед, да, местный краевед, замечательный человек, носитель памяти, человек, который не дает возможности забыть о той истории, которая была здесь. Вот эту табличку, дизайн мне помогла сделать замечательная Наталья Алексеевна Андрианова. Я без нее бы не смог этого сделать. Это такой близкий. Лаконично, четко, да. такие слова. Это может сделать только такой единомышленник и близкий друг. Спасибо вам, Наташа. И вообще спасибо, большое спасибо, Наталья. Потому что без СМД вообще вот эту вещь невозможно было сделать вообще. Просто почему? Потому что это можно сделать внутри определенной среды, когда есть единомышленник, когда ты, когда ты видишь, что вокруг тебя есть люди, которые тоже понимают, что это нужно делать. Сообща. Вам спасибо большое. Неизвестно, кто это был, да, но неподалеку, получается, от этих шахт всегда находятся вот такие места. И судя по вот этим холмам, некоторые чуть больше, чем обычные такие приняты. Возможно, там вот тогда по инструкциям допускалось, в лагерях могли хоронить до 4 человек в одну могилу, к примеру. Но это просто рассуждения, возможные просто какие-то варианты. На самом деле здесь больше таких одиночных могил, которые были. Но они вокруг во многих местах есть. Вот. Наверное, просто тоже. Да, и вот опознавательных каких-то знаков нету. Это была запретная зона, они сюда не ходили, они не заходили. Они, они привыкли к тому, что вот этой территории для них нету. Здесь огорожено было и была запрещенная зона, потому что говорили, что здесь возможна радиация. И детей не пускали, сюда не разрешали детям там ходить. И правильно делали, в принципе. Но с тех пор уже много времени прошло, можно было бы вот это все узнать и поднять через архивы, через открытые.